Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео. За вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками. За вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Неожиданные события вам по судьбе. Давайте посмотрим, что же такого неожиданного вам по судьбе. Загадайте, пожалуйста, на себя, загадайте, пожалуйста, свой срок и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы моими руками пусть скроют то, что сейчас у нас скрыто, о чем мы желаем услышать и узнать. Так, интересно, много людей вышло. Люди. Вот именно люди, которые вас окружают, либо будут окружать, станут для вас большой неожиданностью. Давайте, пожалуй, начнем с левой стороны. Есть мужчина, предлагает вам дерево посадить. Не просто предлагают, уговаривают, умоляют. И говорит, ну давай посадим дерево, ну давай сойдемся, ну давай семью создадим. А вы, то ли ему не верите, то ли вы именно с ним не хотите. И вот девочка будет за вами ходить, будет конючить, будет добиваться, будет прям преследовать вас. И вот с этим предложением давай будем вместе, давай создадим семью. Все-таки дерево — это семья, да, не просто вместе, а именно семья. Выходи за меня замуж, там, роди мне ребенка. И вы такая, да отстань ты от меня, да не хочу я с тобой, вот не верю я тебе, либо не нравишься ты мне. Прям будет преследовать вас. Вы в шоке будете от того, что он такой занудный, от того, что он такой невменяемый, от того, что он слов не понимает. Да, сложно будет от него отбиться, и девчонки прям вырванные годы, да, прям ходят за вами, он отгоняет от вас других мужчин, он как тряпка стелется под ваши ноги. И прям начинает плакать, да, в прямом смысле может расплакаться и сказать, вот, ты жестокая, ты меня не любишь, а я вот для тебя. И то и все, 5-е, 10-е. В общем, девчонки, неожиданно, это не то слово, конечно, то, что он там будет вытворять, как напасть, да, мужчина как напасть, пристает своими этими предложениями. Но вижу, что помимо всего прочего, этот мужчина в период этих всех ухаживаний, назовем их так в кавычках, очень многое сможет для вас сделать, либо во многом вам сможет помочь. То есть, с одной стороны, пристал репях, а с другой стороны, он для вас старается, что-то делает. Но не могу сказать, как вы все-таки согласитесь, уломает ли он вас. В загаданный срок будет ходить, будет приставать с этим деревом. Вот давай посадим, давай семью создадим. А вы такая, нет, нет и все. Да, если он вас уговорит, наверное, крепко любить вас будет, раз такой неугомонный. А если не уговорит, возможно, вы многое не потеряете. Если человек не любит, то зачем с ним жизнь свою соединять? Дальше, в правой стороне. А здесь на вас кто-то очень крутое внимание обратит. Крутой человек, должность, звание, положение, человек, наделенный властью, возможностями, обращает на вас внимание. Но здесь какой-то сугубо, я так понимаю, деловой интерес к вам. Предложить вам работу, предложить вам сотрудничество. Может быть, даже какое-то спонсорство. Может быть, вы чем-то занимаетесь, подаете большие надежды, и этот человек захочет выступить вашим спонсором. Человек очень красиво будет с вами говорить, витиевато, красиво, в деловом каком-то тоне, формате. Вы с таким либо не встречались, либо настолько прям он все это обставит, деловая хватка у человека, вы даже немножко растеряетесь. Вам ведь и в голову не приходило, какой вы ценный, опытный, профессиональный сотрудник. Либо ваше творчество, например, может пользоваться таким невероятным спросом.
либо ваши знания, умения настолько вот кому-то нужны. Слушайте, ну если согласитесь посотрудничать, вы явно не пожалеете. Хотя мужчина такой, он может даже где-то в чем-то слегка лукавить. То есть, ну и все-таки он бизнесмен, скорее всего, либо бизнесвумен, может и женщина. Может быть, даже где-то там что-то будет ужимать. Давайте так скажем. Не сильно будет вас обижать, но где-то что-то будет. Вот. Может, оно не сразу раскроется, либо не сразу понятно станет. Ну, вот какие-то такие моменты показаны. Здесь очень сильный деловой интерес и прям такая хватка деловая. Да? Вот прям вас схватить, обработать, чтобы вы с этим человеком сотрудничали, либо на этого человека работали. Да, для вас будет неожиданно, что вы настолько ценны, настолько знаковы, значимы, и что человек прям уговаривать будет, да? Уговаривать, предлагать. Дальше, мои хорошие, здесь по центру женщина на конфетке стоит, мужчина ей ручку целует. Между ними пустота сокращается, расстояние сокращается. И я так понимаю, что либо сблизиться с кем-то, либо помириться с кем-то, потому что пустота очень часто означает еще и конфликт. Помириться, договориться, сблизиться. Но для вас это будет сладко. То есть для вас это будет очень приятно. Приятно, что человек решил выйти из конфликта, что человек решил помириться. Возможно, это не ваша инициатива, а вы как принимающая сторона, принимающая извинения. Да? То есть человек придет, начнет извиняться, каяться, в ноги падать, да, ну вот прости, и давай больше не будем ссориться, давай больше не будем ругаться. Для вас это будет сладко, приятно, и я думаю, что вы не откажете. Может быть, вы давно ждете, чтобы человек первый проявил инициативу и попросил у вас прощения. Вот это произойдет. Дальше, мои хорошие, здесь неожиданность в виде дороги, поездки, дороги, возможно, даже какого-то путешествия. Вопреки сложившейся ситуации, либо вопреки каким-то вашим планам, вижу, что придется ехать. И ехать придется далеко. Возможно, даже долго придется ехать. Но это с правой стороны события, то есть все-таки на пользу пойдет, либо радость принесет. То ли кому-то поедете, то ли с кем-то поедете. Ну, какая-то необходимость возникнет, либо возможность, наоборот, возникнет. И вы поедете далеко, долго, но с хорошими, приятными последствиями. Дальше 2 бумеранга. Медленные, но очень меткие. 2. То есть 2 человека. Либо 1 человека за 2 проступка. Медленные, очень медленные, прям... Они не летят, они ползут. Вот, они ползут, передвигаются с улиточей скоростью. Но они долетят и ударят в самый вот такой вот болезненный момент. Да? Может быть, человек прям в рассвете сил, там радуется жизни, горе себе не знает, и тут трах-бах, и все случилось. Но обычно так, кстати, бумеранги и прилетают. Но, возможно, у кого-то отыграется, что человек действительно перегнул палку, и да, 2 бумеранга в одного попадут. Вот. Но как бы там ни было, не ругайте их за то, что они медленные, лучше похвалите за то, что они меткие. Вот. Точно попадут в цель. Бумеранги летят от вас, справа налево летят. Дальше. Вижу вас за кастрюлями, какие-то кастрюли, посуда, может быть. То ли вы готовить что-то необычное будете, то, что никогда не готовили, в голову не приходило, то ли вы станете обладательницей какой-то уникальной там посуды, очень дорогостоящей, там редкой, может быть, какой-то эксклюзивный, не знаю, там фарфор, да, вот что-то в ваших руках, вы на это смотрите, глазам своим поверить не можете. Ну, а если готовить, то сами себя удивите, превзойдете. Как не имея, например, там, профессиональных знаний, там, чисто интуитивно, да, подбирая там, специи, ингредиенты, что-то такое начнете готовить, что слава о вас пойдет, как о хозяйке, как о шеф-поваре. И как мишленовские рестораны, они просто отдыхают, нежно в стороне курят. Да, вот показали вас за какими-то кастрюлями, либо какими-то, ну не знаю, тарелками, с чем-то вы таким вот работаете, оперируете. И вот люди прям смотрят на вас, вот так слюнки глотают.
Но опять же, завидуют, если это какая-то редкая, уникальная посуда, дорогостоящая. Могут завидовать знакомые женщины, либо родственницы женщины. Но чем-то вы будете обладать. Ну, либо готовить что-то будете. Дальше, с левой стороны. Здесь какую-то женщину вы подвинете. Причем в прямом смысле слова. Сдвинете, подвинете, со своей дороги уберете. Женщина, соперница, может быть конкурентка, может быть какая-то рандомная женщина, которая станет на вашем пути, тоже может быть. Вы вообще человек неконфликтный и уступчивый, это я вижу. Но здесь речь идет о чем-то вашем, либо каком-то вашем серьезном таком жизненном интересе, либо вас уже достали, да, и вы забываете о том, что вы добрый человек, так закатываете рукава, да, и говорите: а ну иди сюда, да, сейчас тебе покажу. Вы ее сдвинете, вы ее подвинете и дорогу, путь себе освободите. У кого-то отыграется занять место, которое, вот оно ваше, да, вот по всем параметрам оно ваше, но какая-то женщина его занимает, на то право не имея. Может быть действительно соперница, может быть разлучница, кто угодно может быть. Но женщину эту вы сдвинете, подвинете, это точно. Еще наследство какое-то идет. Наследство. Сначала почему-то вы это наследство воспринимаете как проблему, а потом вы ему радуетесь. Может быть, вы не ждете наследства, либо наследство придет от того человека, кого вы там не знаете, либо плохо знаете, да, какие-то очень дальние родственники. И вам, может быть, так как-то скажут об этом, что там старье какое-то, и вы подумаете: о, старье. А потом окажется, что это старье в каком-то там центре города, да, очень дорогостоящая земля, либо там какие-то уникальные, раритетные вещи, которые можно там продать по баснословным ценам, и вы такая: о, вот это старье, вот это я понимаю. Вот наследство мне идет. Сначала вы его воспринимаете как тяжесть, обременение, думаете: вот придется возиться, а потом такая: о, классно, наследство, замечательно. И еще, кстати, могут быть споры по наследству. Может быть, вы что-то считаете вашим, может быть, вам это обещали, но потом впоследствии оказываются еще какие-то другие претенденты, и вы думаете: о, придется теперь судиться, придется теперь отсуживать. Но потом все равно радуетесь, потому что себе получаете это ваше. Вижу рядом с вами человека, который с вашей спины на свою перекладывает. Это помощь, это поддержка, это компаньон, это напарник, напарница, может быть. Человек, который вам помогает. Вот появляется в нужный момент, когда своя ноша уже прям невероятно тяжела, и вас разгружает. Это, кстати, могут быть и дети, которые растут, вырастают, да, и помогают вам. Но это будет очень приятно, очень-очень приятно в момент, когда вы уже не ждете, не надеетесь. С вашей спины на свою человек перегружает. Перегружает, может, ответственность, может, какие-то тягости жизни. Вот что-то перегружает, помогать вам начинает. Это очень приятно. А вот здесь совершенно неожиданно для вас кто-то найдет. Либо на контакт с вами выйдет. Человек, который очень сильно вами интересуется. Это может быть и личный интерес, и деловой интерес, и в принципе, да, вот хочется с вами общаться, произвели на человека впечатление. Это может быть и мужчина, и женщина. Кто-то вас найдет, кто-то выйдет с вами на связь. И, если честно, вам понравится. Вот понравится, что человек не забыл, что человек впечатлился, что у человека светлые, добрые, позитивные мысли. Это действительно будет очень приятно. Дальше, мои хорошие, мужчина, в которого вы верили. Сначала верили, потом разуверились, потом рукой махнули. Себя проявит. Проявит, как-то вот связано с деньгами, скорее всего, с заработками. Он на вас рог изобилия высыпает. Да, скорее всего, заработки. Помощь в заработке. То есть вы на него смотрите, видите, что он такой худенький, хиленький, думаете, что там уже от него ждать. А он ухитрится на вас рог изобилия высыпать. То есть дать вам все то, чего раньше не давал, либо все то, в чем вы, например, нуждаетесь. Отношения между вами поменяются. То ли простите вы его, то ли как-то по-другому будете к нему относиться.
То есть он своими действиями докажет, что он может, способен и сделает, сделает, даст все то, что обещал, либо все то, чего удостоен. Вот как-то так мне идет. Просыпет на вашу голову вот этот рог изобилия. Там много всего посыпется. Неожиданно, но очень приятно. Так, а здесь человек перед, как жилищем, перед домом. Такая небольшая избушка, но с большими окнами. И вы стоите, поверить своему счастью не можете. Это либо новое место жительства, либо ваше собственное жилье. Прям совсем неожиданное событие для вас. Либо маловероятное событие, в которое уже не верите, которого не ждете. Но видите как, судьба распорядится по-другому. Жилье обретете, либо жизнь в хорошем месте полностью все для вас поменяет. Может, какое-то конкретное место вам нравится, но там квартиры, там цена космос, да, и вы понимаете, что нет ни единой возможности мне там поселиться. Судьба будет милостлива, возможность найдется. Вы не только возможность получите, но вы там и поселитесь. Либо кто-то из вас не имеет своего, как говорится, угла, да, нет крыши над головой. И вы понимаете, что жилье стоит неподъемные суммы, и навряд ли вы сможете такую сумму в жизни своей заработать. И даже если все там продадите, себя продадите в рабство, все равно нужной суммы не обретете. Но у судьбы другие взгляды, другие планы. И вижу, что вот вы стоите перед своим собственным жильем, замиранием сердца, себя щипаете. Да, сложно в это поверить, но так оно и будет. Так, в Венце у меня заключение союза происходит. Это свадьба. Свадьба, либо какое-то свадебное торжество. У кого-то действительно вот выйти замуж, как полагается, по всем канонам. Может быть, вы много лет вместе с мужчиной прожили, но при этом он не нашел в себе возможности, сил сделать вам предложение и устроить действительно свадьбу. Такую хорошую, красивую, традиционную свадьбу. Может быть, вы с мужчиной живете сейчас как на пороховой бочке, да, как кошка с собакой, и думаете о том, что там годовщины у вас уже никаких не будет. Но годовщина точно будет. И также, возможно, кто-то из ваших близких, кого вы хотите выдать замуж, либо женить. Человек все вот никак упирается, и не хочу, и не буду. Но вот свадьбу показали. Свадьбу традиционную, шикарную, очень такую душевную. Праздник жизни. Вот так показали. Вы либо участник этой свадьбы, либо вы женитесь, замуж выходите. Как-то так идет. И еще в левой стороне показываю человека, который обретает свободу. Свобода. Возможно, это вы, возможно, это кто-то другой, но близкий вам. Свобода у нас от чего может быть? От тяжелых отношений, от долгов, кредитов, от каких-то обременений, жизнь в клетке. Да, пусть даже в золотой, но в клетке, но вот человек обретает свободу. И также человека могут выпустить в прямом смысле на свободу. Если человек там провинился, либо без вины был обвинен, и по ошибке там суда, например, попал в места не столь отдаленные. Вот кто-то обретает свободу. Это будет очень неожиданно, но очень приятно и жизнеутверждающе. Да? То есть все возможно, в жизни все возможно. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.